Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Я нахожусь на Табагинском мысе. Это точка, где будет построен новый мост. Это точка, где уже находится туристический кластер «Северная мозаика». И сейчас я нахожусь в детском круглогодичном лагере, который тоже строится, «Полярная звезда». И сейчас мы обследуем, как идет ход строительства, какие там есть проблемы и в чем же заключается изюминка этого лагеря детского круглогодичного «Полярная звезда». Проект круглогодичного лагеря детского лагеря «Полярная звезда» реализуется в рамках единой президентской субсидии при поддержке полномочного представителя президента России на Дальнем Востоке Юрия Петровича Трутнева и Минвостокразвития. На финансирование объекта из федерального бюджета выделено 360 миллионов рублей. Также по условиям концессионного соглашения предусматривается финансирование с регионального бюджета и бюджетные средства концессионера. Строительство объекта находится на особенном постоянном контроле главы Республики Арсения Сергеевича Николаева. На сегодня правительство Республики Саха-Якутия концедентом и концессионером принимаются все необходимые меры для того, чтобы ввести объект в текущем году. Строительство этого лагеря, она задерживалась по причине того, что здесь своеобразные грунты, потому что сам лагерь находится на склоне горы, и получается надо предусматривать все межлотные режимы, и практически на год строительство притормозилось. Все движется. У нас 5 корпусов из 8 уже практически готовы, видим, готовы под чистовую отделку. Ждем только вот сейчас в настоящий момент у нас газовая котельная запущена. Подано тепло до ИТП, индивидуальный тепловой пункт, да, то есть внутри 4-го корпуса. И готовится уже внутренняя система теплоснабжения к пуску тепла, чтобы обогреть корпуса, дерево, масса, правильно говорю, и стело, КРГ. Полярная звезда, у нас полярная звезда центр, мы хотим сделать полярную звезду. Это примеры оформления начитано. Да? Что касаемо, где мы с вами сейчас находимся, это главный атриум, выглядит он буквально так. Да? Здесь будет световой фонарь большой, шикарно. Это будет зона творческая для детей, потому что два проема вот, слева будут в виде ЖК экранов, то есть остекление будет в виде ЖК экранов, чтобы дети могли на компьютерных классах писать какие-то программы и выводить свои наработки, да, то есть на экраны. Также спортивный зал, да, пока у нас актовый зал, но актовый зал мы хотим сделать в виде солнца, да, то есть центральный фонарь в виде солнца хотим выполнить. Это у нас сейчас все готовится сейчас дизайн-проект. Концепт-дизайн сейчас направлен в архитектуру. Идет согласование. Круглогодичный детский лагерь «Полярная звезда» полностью автономный. У него своя вода, у него свои очистные сооружения, своя канализация. Все это предусмотрено в этом лагере.
Расход воды комплекса составляет 96 метров кубических, поэтому у нас с вами запроектировано сразу 3 емкости по 75 метров кубических. Все стоки канализационные и бытовые будут стекаться именно сюда. Отсюда стоки планируется в конце года построить КОС местного значения, ЛОС точнее, да, который будет также располагаться на нашем участке, который мы передали в службе госзаказчика. Они уже отыграли тендер, да, и в настоящий момент у них идет подготовительная работа именно уже к строительству этого КОСа, который будет полностью обслуживать весь кластер. Не только нас, но и их. Но до того, как КОС будет запущен, есть в наличии 2 машины ассенизаторские, которые будут вывозить до пуска КОСа наши отходы в сторону города. Наш объект «Полярная звезда» замечателен тем, что он на самом деле уникален. Уникален он в чем? Потому что Якутия одна из первых сделала, наверное, шаг вперед в части того, чтобы уйти от как раз-таки советского детского отдыха. Да? И это первая концессия в сфере детского отдыха и оздоровления по России. Соответственно, конечно же, в этом плане хочется поблагодарить руководство региона, правительство Российской Федерации в части того, что выделяет особое внимание детскому отдыху и оздоровлению. Все-таки Якутия, как IT-регион, хочется отметить, наверное, сделала такой шаг смелый для того, чтобы как раз-таки детей вдохновить в этом плане. И, соответственно, мы в этом плане не отстаем. Наш проект подразумевает образовательные программы, практически все новейшие программы, IT-технологии, науки, исследования различные, да, то есть параллельное образование, для того, чтобы ребенок не отставал от школьной программы, соответственно, и все его оценки шли в основную школу, так сказать, то есть, так сказать, онлайн-школа. Вот, в этом плане, я думаю, то, что, конечно же, для ребенка, который будет поступать, это хорошее подспорье в части того, чтобы найти и раскрыть свои таланты в каком-никаком виде, и, соответственно, конечно же, самое главное, не отставать от основной учебной программы. Ну, вы мне сказали, что здесь смена 350 человек. Это много или мало, если брать в России? 350 детей смена на самом деле это, я бы сказал, усредненное число. А сейчас наши учредители, вот московские, да, они пошли дальше в части того, что по России уже, ну, по моей информации, это больше 5 проектов уже тоже проектируются и планируются к строительству. Соответственно, мощности плюс-минус одни и те же. То есть, ну, это такой стандарт, и я бы сказал, наверное, какой-то норматив, который подходит для этой сферы. А на сегодняшний день срок разрешения на строительство у нас обозначен 31 декабря 2024 года. Соответственно, к этому сроку мы стремимся, и есть все, так сказать, возможности. И самое главное желание достроить этот объект в этот срок. На сегодня в Республике Саха-Якутия охват детей на среднем отдыхе составляет всего лишь 40%. Это примерно 72 353 школьника мы можем охватить. И понятно, что с вводом этого, значит, круглогодичного здания у нас увеличится примерно, мы рассчитываем охват уже в следующем году увеличить на 51,6%. Но это тоже как бы дает очень большие нам планы вот, охватить детей всех муниципальных районов. На сегодня у нас основной сбор охватывает всего лишь 2000 детей и подростков, которые занимаются качественным отдыхом и оздоровлением. Кроме этого, у нас есть федеральные проекты, как вы знаете, да, это федеральные проекты движения первых, которых мы тоже должны обеспечивать летним отдыхом и занятостью. В прошлом году мы обеспечили смену движения первых. В этом году, как вы знаете, у нас было открытие Федерального центра развития военно-спортивной подготовки и военно-патриотического воспитания ВОИН, по которому мы тоже предполагаем разместить здесь специализированные смены для детей, для воспитания, для патриотического воспитания наших граждан. Когда планируется запустить первую смену? Мы ждем, когда этот вообще объект будет введен. Соответственно, если вот строители планируют его завести в декабре месяце, мы готовы даже в декабре запустить
такой презентабельный какой-нибудь, какое-то мероприятие, скажем, да. Например, у нас есть очень хорошие оптимистичные планы по завершению года бегства провести, скажем, на базе нашего центра полярной звезды. Но это только план. Ну, да, сказано, что будет создано более 100 новых рабочих мест. Как идет именно подготовка, поиск воспитателей сотрудников? Но здесь, как вы знаете, это проект государственно-частного партнерства. У нас есть инвесторы, да, которые будут, в принципе, ряд лет находиться, объект будет на частном управлении. Но, тем не менее, мы тоже решаем вопросы, и совместно с ними мы решаем вопросы выделения и обеспечения кадрами. А содержательную часть, да, сетевую часть у нас будет вести Республиканский центр отдыха и оздоровления «Сосновый Бор». А как планируется охватывать детей? Все районы? Да, конечно, мы все, как у нас вот охватывает «Сосновый Бор», мы будем, то есть у нас увеличится, как я уже сказала, охват до 50,6% детей всей республики. Подведем итог. Полярная звезда, детский лагерь круглогодичного посещения детей будет введен 31 декабря. То есть с будущего года дети могут уже посещать этот лагерь. При этом этот лагерь полностью автономный. С вами был Олег Желнин и детский лагерь «Полярная звезда». До скорой встречи!